Пришло твое время. Начинается проект по восстановлению мертвеца Honda Fit. Купили себе проблему. Сейчас будем восстанавливать. Ну что, погода вообще классная, просто вообще кайфовая. Сейчас мы ее отогреем. Будем коробку ставить новую. А так, по сути, сейчас мы восстановим фита. Масло, все масла поменяем, все технические эти, жидкости сменим. Все будет новенькое, абсолютно. Коробку обслужим, подшипник выжимной будет контрактный, в хорошем состоянии. Сцепление тоже бодрое. В общем, все ему поставим и будем ближе к лету продавать тачку. Ну, сейчас нам нужно кое-какие свои моменты на ней отработать. Поэкспериментируем с прошивками чуть-чуть. Потом поставим все заводское, обратно все в сток вернем. Вот, все стоки сейчас будем сохранять. Ну, нам надо динамику немножко на машине поиспытывать на разных прошивках. Как лучше, как хуже. Потом будем рассказывать, какие прошивки лучше, какие хуже. Будем заливать. Ну и испытания пройденные прошивки, это будет уже надежно, четко. Что еще у нас тут? В принципе, все. Тачка-то хорошая, 16-й год. Ну, с роботом мы ей поможем чуть-чуть, ничего страшного в этом нет. Фита закатили. Пускай оттаивает денек. Завтра начнем снимать. Ну, снимать коробку, ставить новую. Фита ставить вот такой подшипник, оригинал полностью, полный оригинал. Вот он, контракт. Все в очень хорошем состоянии, просто в отличнейшем состоянии. Все как новое, шарики он все как новые. Версия подшипника 26-я версия. Вот, сейчас мы его смажем нашей отличной смазкой. Ну и все, будем втыкать. Таким образом будет подшипник, будет у нас коробка вся обслуженная. Все, я подготовил уже коробку. Колокол весь перемыл. Вот, все отмыл. Сальник, малышок мы поменяли. Этот поменяли. Коренной у нас уже замененный. Вот эти сальники тоже будут новые. Вот, в принципе, все. Бачки актуаторов отмыли. Все чистенькое уже. Вот, все. Сейчас вот это все выдуем еще от компрессором. И будет вообще четенько. Будем подготовленную коробку уже втыкать нашего фита. Ту коробку будем изымать. Это у нас прислали коробку нам ребята, наши друзья. Булат, привет. Спасибо тебе большое за коробку. Коробка в очень хорошем состоянии должна быть. Сейчас, конечно, поставим, посмотрим. Пока, рано говорить, пока мы на машину-то не ставили. Но, в принципе, все в нормальном состоянии. Это видно, что контракт, будет бегать она. Все. Главное, что мы ее сейчас обслужим. Вот. Ну и все, в принципе. Будем фита потихонечку восстанавливать. Двигатель на фите грязненький. Вот это вот все безобразие будем убирать. Будет мыться все. В движке сделаем немножко раскоксовочку. Отмоем его от нагаров, от всех этих отложений. И все, и в путь. Тачка будет у нас как новенькая. Все, шаттл уезжает от нас. Все сделали. Разбираем Хонду. Уже почти добрались. Все четко у нас. Балку уже открутили. Шаровые менять будем. Ну, вот эту оставим. Та шаровая вроде живая. Там только пыльник поменять надо. В принципе, пыльник порванный. Ну все. Подготовили коробок для фита. Все, сцепление установлено. Бачки залиты. Такая тишина. Поставили полностью оригинальный подшипник.
Вот. Красота будет, а не коробка, думаю. Все, сейчас поставим и поедет она у нас. Работаем. Армен этот обслуживает привод. Меняем пыльник порванный. Также всю гранату перемыли. Очень много грязи было. Вон сколько. На тряпке аж сколько грязи было, тоже много. И вон вся жидкость вот такая вот. Бензин. Сейчас все перемыли, сейчас новую смазку набьем. И все, и будет чуденький. Да? Будет еще бегать. Да, еще побегает. Summer evening on the Champs-Élysées, a secret rendezvous they planned for days. A sea of faces in a crowded cafe, the sound. Заканчиваем потихонечку с Хондой. Ну, у нас еще работы с ней много, на самом деле. Тормозную жидкость будем менять, стойки будем все полностью на разборные делать, обслуживать. Двигатель помоем, свежее масло зальем хорошее, качественное. В общем, будет четкая тачка вообще. Тачка будет суперская, как с Японии. Как будто без пробежка будет. Да. После сервиса особенно. Да. Ну, после, смотря какого сервиса тоже. Ну, реально сделаем сейчас машину хорошо. Прям все жидкостя поменяем, все обслуживание какое только с Хондой надо провести, мы все сделаем. Вплоть до суппортов. Суппорта обслужим тоже. Колодки здесь новые стоят, хорошие, кстати. Но суппорта надо обслужить тоже. Клапана отрегулируем. ЕГР почистим. Прошивку ей залью. Увеличение мощности. Чуть-чуть добавим ей лошадок. И вообще будет супер. Ну что, все. Хонду собрали. Поставили коробку новую. Залили свежее масло. Сейчас осталось нам высоковольтную батарею поставить на нее. Батарея у нас в тепле находилась, поэтому сейчас поставим батарейку, все подключим и все, будем машинку калибровать. Вот она, литий-ионная батареечка от ГП5 нашего. Так вот она выглядит. Здесь сразу же гибридный компьютер есть. Это у нас блок инвертора. Что еще? Ну и сами литий-ионные элементы, они там под низом спрятаны. В общем, все вот в такой вот упаковке идет, в такой вот кассете. Ну, это специально диэлектрическая кассета у него получается, специальная пластиковая основа. Как-то так. В общем, сейчас мы будем ее ставить в наш фит. Армен там все уже подготавливает. Этот пропылесосит сейчас наше посадочное место установочное. Ну, здесь вот такая, в принципе, картина. Очень много грязи. Сейчас мы все это дело пропылесосим, почистим. Вот. Ну и будем устанавливать нашу батареечку. Самое главное, это вот это вот место. Ну, где этот? Воздуховоды. В принципе, чем хороши Хонды, что они не страдают проблемами, как в Приусе. Грязь там сильно там забивают эти кулера. Для батарейки вообще это не страшно. А так, по сути, вот она. Установочное место фита. Сделано здесь. Все. Аккуратно, нормально, да. удобно. Ну все, приступай потихоньку. Сейчас прочистим. Поставим. И будем заводиться, пробовать. Вот эти вот надо чем-то заклеить. Вот они. Да. Но они, видишь, уже хреновые. Да, я знаю. Поэтому они уже все. Поэтому тут и грязи столько много насосало через вот эти отверстия.
Вон, смотри, что-то. Да, этот, по-моему, на крышку, нет? Или так вот он? Нет, А, потому что вот это не закручено было. ну, это я помню. ну давай. И вот, видишь, у меня Мгм. впад. Вот кто хочет на зиму хондовскую батарею в гараж спрятать, ничего сложного тут нету. О, убирается вот это вот ЧК безопасности. Вот, скрывается лючок. Откручивается 4 вот этих болта. Откручиваются вот эти провода. Тут их сколько? Раз, два, три, четыре, пять. И все, в принципе. Да. Вот это вот. Ну и да, и вот это, да, и вот эта фишка отсоединяется. И все, в принципе. Больше тут делать нечего. Все, приступаем к калибровке нашего фита. Вот так вот сейчас все будет. Сейчас будем калибровать. Машина у нас 2016 год. Так. Ну все, пацаны, фитяра пошел калиброваться у нас. Скоро я буду счастливым обладателем фита. А может кто-то будет. Посмотрим. Продадим. Все, разгоняется. Насосики нормально качают. Ну что, тачка у нас все. Завелась, по сути. Не откалиброванная только пока. Ну что, пошел заряд у нас. Слышишь, да, этот неоткалиброванный ротор гудит. Гудит он, ага. Проходим все калибровочки. Почти все у нас откалибровалось. Тачка уже заводная, все работает. Осталось пройти последнюю калибровку. И все на этом. Ну а следующие дни будем заниматься уже двигателем. Двигатель весь промоем, заменим масло, хорошее зальем масло, качественное. Ну и будем машинку уже по внешке готовить. Дворники. Стекло уберем, это, наверное, второе лобовое. Уже тепло. Поехать, отмыть ее на мойке. Внешний вид, лоск навести. Будет красота. Калибровку она сейчас пройдет. Никуда не денется. Ну все, пацаны, вот на китайском подшипнике, на китайском этом работает диски. Все. То есть диск сцепления у нас китайский. Никаких вибраций, никаких шумов. Все идеально вообще. Шума никакого вообще нету. Так что вот такая вот тачка получилась. Ну все, залил химию в фита. Делаем промывочку двигателя. Сейчас старое масло все будем отсюда изымать. Двигатель моется изнутри весь. Будем свежее масло скоро заливать, хорошего качества. Но до этого он у нас пройдет 2 промывки. 2 промывки масляной системы будем делать. По часу каждая. Тут у нас везель на полном обслуживании РКПП. Ну не полном, но короче и масло меняем. В общем, жидкость тормозную в актуаторах. Сейчас пройдет все калибровочки у нас. Машина с УУСа приехала. Вот. Пробег у нее уже тоже такой нормальный, да? Сколько пробега? 132 тысячи. 132 тысячи. Сейчас проходит все калибровки.
Сливаем с этого фита масло. Оно просто черное. Вот после первой промывки сливаем черное масло вообще. Двигатель хорошо помыло. Вот. Здесь тоже уже смотрим, что уже двигатель не черный, уже более чистенький стал. Хорошо. Ну и все, сейчас мы пополоскаем еще немножко промывочным маслом и будем заливать уже Гульф Вестерн. Сюда, наверное, залью Гульфа. Вот. Так что вот такие, ребята, дела. Обслуживаем фита. Сейчас мы ему двигатель в порядок приведем, регулировку клапанов сделаем. Обновление прошивки я ему сделал на последние денты. То есть последние идентификаторы прошивки 2021 года. Здесь будет лучшая работа робота. Лучше будет у него коробочка щелкать. То есть она будет уже все время работать со второй передачи. Вот. Первую передачу будет беречь. Ну, как бы ликвидность шестерни первой передачи будет беречь. Ну и еще. Динамика чуть увеличится. Работа двигателя. Углы зажигания немножко подкорректированы. И работа форсунок. В принципе, все на этом. Тачка будет чуть-чуть порезвее. Поставим нормальный японский фильтр. Вот эти фильтра, кстати, очень хорошие. Очень хорошо себя зарекомендовали. Это фильтр фирма Phoenix, вроде бы как называется. Но она, в общем, почти что как японские фильтра. Типа как Нита. Вот есть фирма Нита, тоже японские фильтра. Очень хорошие, качественные. Вот тоже их советую. Еще виковские фильтра очень хорошие тоже. Но вот этот как вик, да, можно сказать, японские четкие фильтра. Потом что еще у нас? Ну, у нас все фильтра такой фирмы японской, в принципе. Вот, есть фильтра на приусы японские, мы их используем. Есть на Хонды тоже такие же фильтра. Мы придерживаемся вот этой марки. Очень нам понравились фильтра. Ну, а так, в принципе, можно что-то дешевле, конечно, закручивать. На 5000, в принципе, ходит все, я думаю. И более дешманский, но лучше, конечно, покачественнее. Если потому что какая-то кака будет в моторе, то отфильтрует качественный фильтр лучше, конечно. Да. У него фильтрующие элементы получше. Ну, а так, в принципе, вот такие дела. Сейчас сольем все масло. Закрутим фильтрик. Так. Ну, еще пока подтекает, ага. Все, залили вторую партию масла, уже промывочного, свежего совсем. Вот, с химией. Вот такое масло залил, свежее совсем, вот, чистенькое. Посмотрим, что через час работы будет еще. Ну и в принципе после этого будет заливаться уже свежее нормальное масло. Все, фита заливаем хорошее масло. Гульф Вестерн. Вот. Из той бочки, которая к нам пришла. Ну, какое красавица вообще. Масло вообще красивое. Движочек мягче стал работать намного. Заметил, да? Он как работает. То стучал всеми клапанами, а тут нормально стал. Ну ничего, клапанишки все равно подрегулируем. Вот что значит замена масла нормальная. И хорошее масло качественное, когда заливаешь. Все. Будет ездить. Че? Проходим калибровку в динамике. Посмотрим, как он едет. Наш проектный фит. О, ну как хорошо переключается. Вообще четко. Ух ты, как он классно едет вообще.
Коробочка щелкает вообще. Все, одну уже прошел. Ух ты, какой резвый. Все, на 5-й прошел. Калибровку четко. Классно идет вообще. Да. Вообще радует, как он едет. А если сейчас я ему еще стойки сделаю, это вообще будет бомба. Стоечки надо поправить. Что там, подушку поменяем на коробке, на двигателе. Обслужим тормоза. Хотя тормоза у него и так колом встают вообще. Тормоза четкие. Ни шума, ни бряка нету даже по ходовке. Даже хотя и стойки в принципе мокрые, но ничего такого вообще нету. Так что машина едет хорошо. Вот уже на электротяге. Сейчас поедем, посмотрим, как она поедет на электро. Да хорошо едет вообще. Да, прошивка, видать, решает. Потому что он что-то как-то по-другому себя ведет. Чувствуется. Хотя тут проехал пару метров, но есть разница с клиентскими машинами. Вот. Фига он какой резвый вообще. Шпарит. Нравится что-то он мне вообще. Оставить себе его, что ли? Не продавать? Может, и оставлю, посмотрим. Не, классно едет вообще. На нем жиганить можно капитально вообще. Тачка стритрейсерская какая-то. Вот заряд идет у него хорошо. Зарядка идет. Классно едет, классно. У меня уже Армен на него глаз точит. Говорит, я тебя выкуплю его, говорит. Понравился что-то. А мы подумаем, продавать такую тачку или нет. Ну, если сейчас все сделаю, что ее? В принципе, классная машина будет. Ну вот что покупать за такую сумму? Сейчас сколько они стоят? 1 100 000, 1 000 000. Вот эти вот фиты. Но этот 16-й год. В принципе, ну, 1 100 000, наверное, он стоит, его цена. А что за такую сумму купишь? Я не знаю. Ну, как бы в плане том, что брать за эту же сумму неухоженную машину, неизведомо, что там у него будет стоять, в коробка какая, обслужена, не обслужена, вряд ли она будет обслужена, а может быть там уже будет стоять китайский подшипник. Вот. А тут мы поставили полный оригинальный подшипник с хорошей жирной корзиной, почти новые, ну не почти, здесь новые диски стоят. Вот, в эту корзину мы поставили новые диски. И как бы что еще? Масло все обслуженное, двигатель чистенький будет, клапанишки уже отрегулируем. В общем, на эту машину можно будет просто сел и поехал. И все. И катаешься, горе не знаешь, только масло меняй каждые 5000 километров. И все по регламенту дальше делай. Вот. Заведем ей книжку сервисную. Вот такая будет у нас тачка. Ну, а так что, не красавица ли? Вон как она выглядит. Вообще. Просто шикарный автомобиль, по сути. Для девушки можно даже, по сути. Вон, на 8 марта. Кому надо, подарок. А так, сейчас мы ее отмоем, накрасим. Машинка бомба будет вообще. Фит. Либо с Японии покупать, код в мешке. Ну, там будет маленький пробег, конечно. Но там тоже машина-то не обслужена. Ее надо будет все обслужить. А тут уже все обслужено. Вот какой плюс будет у нее. Вот, в принципе. Так что, ребята, вот такая тачка. Уже Android магнитола на ней стоит. Что еще? Ну, сигналки пока нету. Вот, подумаем об этом. В общем, в принципе, все. Короче, приехал к нам такой вот Prius Alpha на перетасовку элементов.
Разбираем, снимаем обшивки. Сейчас будем доставать отсюда батарею. Батарея в принципе в нормальном состоянии. Чуть-чуть завышенные показания по разбегу элементов. Где-то примерно 0,40. Середина проваленная. Середину будем чуть-чуть приводить к виду другому. То есть края будем перетасовывать в серединку, чтобы у нас немножко батарейка пожила подольше. Как говорится, есть поговорка такая: поживешь подольше, увидишь побольше, да? Вот. Ну, в общем, вот. А так, если не сделать этого, то через полгода эта батарея приедет на замену элементов. Дешевле сделать иногда растасовку, чем делать замену элементов. Во-первых, это дорого. Во-вторых, бывает, что уже замену не сделаешь хорошо. Только контрактную приходится ставить, потому что слишком элементы уходят. Ну, дисбаланс большой ловят, в общем-то, в принципе. А так, сейчас мы ее немножко приведем к нормальному виду. Армен решил прокатиться, короче. Сейчас посмотрим, как она едет. Тормоз у него чувствительный. Четкий, да? Нет, тормоза вообще как будто бы четкие. Но мне кажется, вообще вот просто один суппорт проверить, если там это вот, ну, хавает, да, этот или нет, да. Если все нормально, то их не трогать даже, ну, просто смазать и все, литого. Тормоза они как будто новые, чуть-чуть даешь, они уже тормозят. Так у него колодки новые. Колодки, ага. Колодки вообще, вот я вот вчера смотрел новые. Машина, кстати, теплая очень. 23 градуса, уже жара. Не пинает, ничего даже. Все спокойно, без вибраций, без ничего, без звуков лишних. Ну и стойки даже, я бы сказал, я не чувствую, не чувствуется, что пробитые. Да. Ничего. Может, просто масло? Да. Какое-то, да? Ну да. Ладно, посмотрим. Видно будет. Жигани на них. Как он прет. Едет, да? Очень бодро что-то. Температура хорошая. Температура дисков, муфт. Все четко едет. На. Нет, стойки даже как будто не пробитые, мягко едет. Ну да. Ямки проглатывает. Ну, просто что они такие, ну, как бы маленько подсапунят. Видно, что есть. Ну то, что потекшее, это значит, да, пробило их, видимо. Надо будет их просто починить, да и все. В основном тут что-то убираются, да? Чистят. Прикольно. Едет он вообще, ага, хорошо, мне нравится тоже. Бодро едет, вообще бодро. И тормозит вообще тоже четко. Чуть газ нажимаешь, он уже летает. По трассе бы на нем дать, да? Ну, Вот, ты что, дурак, что ли, на встречку вылазишь? Бессмертный, что ли? такие есть. По трассе, да, по ровной трассе дать бы на нем. Ага. Так вообще классно едет. Зря ты мне дал ехать. Чем? Купить захотел? Да. Так. На электротягу тоже переходит бодро.
общем, аппарат что надо, короче. Достойный. Тихо, 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 тихо. Погоди. Пропусти этого. Вот за этим давай. Вон еще один фитяра. Ну вот эти вот диски клевые, смотри какие. Да, вот такие диски им идут, кстати. Ну. Вот если диски менять, то на такие какие-то. Им идут такие диски, прикольно смотрятся. На маленьких машинах. Короче, аппарат. Вообще четко. Сейчас загонять его не будем пока. Бокс оставим пока. Сейчас Приус приедет на диагностику. Ну что скажешь? Четкий аппарат? У меня слов нет. Вообще чётко. Ни стуков, ни звуков, ни вибраций, ничего. Идеально едет, реально. Ну. И мягко едет, кстати. Мягонький, ага, теплый. Теплый главное. Да. Тепло в машине. В салоне тепло. Они вот фиты есть вообще холодные, а этот прям что-то хорошо едет. Сам он даже Ставь вот тут его, пока паркуй. перед воротами. Ну или вон туда, на наше место. Все, выравнивай. Готовим под установку батареи место. Очень много грязи. Это все вычищаем, чтобы батарею опять не полетело. Ну а так вообще надо клапана ему менять вот эти вот. Из-за этого столько грязи много на этом Приусе. Как умирают батарейки. Все, Альфу собрали. Сейчас все собираем, салон. Салон более-менее пропылесосили все. Уже и получше будет батареечки. Батарейку растасовали. Контакты новые поставили. В общем, все, будет бегать Альфа теперь у нас нормально. Вот прошил своего фита. На версию прошивки, короче, 840-ю. Вот все как-то вот так вот. Сейчас диагностику проходим. Будем смотреть, ошибки какие вылазили, нет после прошивки или нет. Ну чё, залил я в фита 840-ю прошивку в двигатель. Будем пробовать, чё. От винта. Чё, не заведется машина? Нет? Давай посмотрим. Ну она вообще завелась бодро. Ни одной ошибочки не горит, все хорошо. Четко, четко вообще. И по диагностике ни одной ошибки больше нет. Все, тачка на 840 прошивке абсолютно.